بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها المؤمنون عباد الله اتقوا الله فمن اتقى الله وقاه فتقوى الله عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. О верующие рабы Аллаха, бойтесь Аллаха. Тот, кто боится Аллаха, того защищает Аллах. А таква, богобоязненность, это делать то, что угодно Аллаху, на основе знания от Аллаха, надеясь на награду от Аллаха. И это оставлять прегрешения на основе знания от Аллаха, боясь наказания Аллаха. Ар-раджа и аль-хауф. Надежда и страх. Надежда и страх – это стержень, это ось, вокруг которого вращается поклонение человека. Повелитель правоверных Амир аль-Му'минин, праведный халиф, один из 4 праведных халифов, Али ибн Аби Талиб, радийаллаху та'аля ан, произнес прекрасные слова. Он сказал: «Ла ярджуванна абдун илля раббах, ва ла яхафанна илля занбах». Пусть не будет у раба иной надежды, кроме Аллаха. И пусть не боится он ничего, кроме своих грехов. Слова, которые являются сокровищем. Из самых полезных, из самых ценных, из самых прекрасных слов. «Ла ярджуванна абдун илля рабба». Пусть не надеется раб ни на кого, кроме как на своего Господа. «Валя яхафанна илля занба». И пусть не боится ничего, кроме своих грехов. Ар-раджа и ат-таква. Ар-раджа и аль-хауф. Надежда и страх. Эти две вещи, на которых строится, на которых зиждется счастье человека в этом мире и в вечном мире. На которых зиждется спасение, от которых зависит спасение и успех человека. Надежда и страх. Надежда и страх, ар-раджа и аль-хауф, это деяния, которые вот здесь, в сердце у человека. Это значит, никто не знает про них, кроме Аллаха субхану ва тааля. Он ведает, что в сердцах. Инна алимун бима фис судур. Он знает, что в сердцах. Ва ахса кулля шейн адада. И он каждую вещь счетом. Ва ахата би кулли шейн ильма. И всякую вещь, все вещи он охватил своим знанием субхану ва тааля. Деяния, которые в сердце. Ар-раджа, надежда. С чем связана надежда? Надежда связана с тем, что хочет человек, что желанно ему, что любимо ему, к чему стремится человек из благ этого мира и вечного мира. А от кого зависят все блага этого мира и вечного мира? Только от Создателя субхану ва тааля, только от Аллаха. В Его руках все благое, все, на что ты надеешься, все, что ты хочешь получить в этом мире или в вечном мире, у Аллаха субхану ва тааля. И поэтому Аллах субхану ва тааля говорит: «Ва и ямсаска Аллаху бидуррин фала кашифа лаху илля ху, ва и юридка би хайрин фала радда ли фадли». Если коснется Аллах тебя злом, то никто не устранит от тебя это зло. А если захочет Аллах тебе блага, то никто не отвратит от тебя этого блага. И говорит Аллах субхану ва тааля: «Ма яфтахиллаху линнаси мин рахма, фала мумсика лаха, ва ма юмсик, фала мурсила лаху мин ба'ди, ва хуа аль-азизуль хаким». И то, что открывает Аллах людям из рахма, из милости, то никто это не удержит. А если Аллах удержит что-то, то никто не сможет направить это к людям после него. Поистине Он аль-азизуль хаким, могущественный, мудрый. А раз так, значит ваджиб. Обязательно нам все свои надежды возлагать только на Аллаха субхану ва тааля.
И что хочешь получить в этом мире или в вечном, жди это только от Аллаха. И чай этого только у Аллаха Субхану ва Тааля. Привяжи свое сердце только к Аллаху Субхану ва Тааля. И ни в коем случае не надейся никогда на свою смекалку, на свое знание, на свое понимание, на свою квалификацию, на свою силу, на свою мощь. Никогда, только на Аллаха. И никогда не надейся на кого-то из людей. Не привязывай свое сердце никогда никому из людей. И вообще ни к чему не привязывай свое сердце, не возлагай свои надежды, кроме как на Аллаха Субхану ва Тааля. И здесь очень важный момент. Надежда, раджа, не должна быть просто заявлением голословным, утверждением твоего языка. Потому что легко очень языку говорить: я надеюсь на Аллаха, я только на Аллаха, надеюсь только от Аллаха, жду. Сказать это языком легко, но воплотить это на самом деле и иметь ту надежду, которая приведет к спасению, это не так просто. Раджа, настоящая надежда, это такая надежда, когда у человека вот здесь, вот в сердце есть прочная акида, прочная убежденность, незыблемая вера, незыблемый таухид, который порождает доверие абсолютно Аллаху Субхану ва Тааля, абсолютное упование на Аллаха Субхану ва Тааля. И непременно из этого вытекает покорность Аллаху Субхану ва Тааля, подчинение своей воле Его воле, стремление к довольству Аллаха Субхану ва Тааля. Вот тогда это надежда. А если человек говорит: я надеюсь на Аллаха, но это не стало в его сердце прочным убеждением, это не стало в его сердце незыблемой верой и таухидом, если это не воплотилось в абсолютное упование на Аллаха Субхану ва Тааля и доверие Ему, если из этого не вытекла покорность Аллаху Субхану ва Тааля и желание Его довольства, стремление к Его довольству всеми силами, то это не называется надежда. Это не надежда. Это пустые мечтания, это пустословие. И этого не должно быть у человека. Второе, что назвал Али, ради Аллаху та'аля ан, это аль-хауф, страх. Страх. С чем бывает связан страх? Страх бывает связан с вещами, которые нежеланны человеку, которые противоречат его натуре. Это страдания, это мучения, это потери, это беды, это зло. Человек боится. Человек боится, но муваххид, единобожник, знает, что защитить его от всего этого может только Аллах Субхану ва Тааля. И единобожник знает, что причина зла, причина того, что он боится, причина зла, это что? Как говорит Али, это твои грехи. Все, что плохое случается с тобой, причина этого твои прегрешения. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Вама асабакум мин мусибатин, фабима касабат айдикум, ва я'фу ан касир». И что постигает вас из несчастий, то за то, что содеяли руки ваши, и прощает Он многое. То есть причина зла, которая тебя постигает, это твои прегрешения. Значит, не надо бояться болезней. Значит, не надо бояться кризиса. Значит, не надо бояться потери. Значит, не надо бояться бедности и прочего, и прочего, и прочего. Потому что это всего лишь результаты. Это следствие. Бояться и опасаться нужно коренной причины этого всего. А коренная причина этого всего – это грехи, это прегрешения. Поэтому пусть раб не боится ничего, кроме своих грехов. Как сказано в сообщении от Али, ради Аллаху та'аля анху. Грехи раба, они навлекают на него страдания, они навлекают на него мучения, тяжелые последствия, потери, вред в этом мире, и в вечном мире, и в вечной жизни. Поэтому, если ты хочешь оказаться из тех людей, которых говорит Али, ради Аллаху та'аля, обладателем истинной надежды, истинного страха, это значит, что это не просто должны быть слова в твоих устах. Это значит, что ты должен полностью покориться Аллаху Субхану ва Тааля, покорить свою волю Его воле.
покорить свою волю его воле, и истинно исповедовать таухид. И опасаться того, чтобы не оказаться человеком, у которого эти вещи, из этих вещей он взял только слова на своих устах, только говорит. Часто человек говорит: надеюсь, боюсь, но на самом деле доля его от надежды и от страха только что? Только слова. Иногда человек это понимает, а иногда он не понимает. Иногда он думает, что он боится Аллаха. Иногда он думает, что он надеется на Аллаха Субхану ва Тааля. И не понимает, что он попал вот в это. То есть это голословное заявление только. Имам Ахмад, рахимахуллаху тааля, в книге, которая называется «Китаб ас-Зухд», он приводит такое сообщение. Человек, один из табиинов, из последователей, сподвижников, по имени Муавия ибн Курра, он пришел к человеку, которого звали Муслим ибн Ясар. И сказал Муавия ибн Курра Муслим ибн Ясару, он сказал: у меня нет большого количества благих деяний. Есть у меня только страх перед Аллахом и надежда на Него. Муслим ибн Ясар сказал: Маша Аллах. Маша Аллах. Ман хафа шейин хазара мин. Ва ман раджа шейин тараба. Кто боится чего-то, тот остерегается этого. Кто надеется на что-то, стремится к этому. وما أدري ما حسب عبد خوف عبد عرضت عليه شهوات فلم يدعها لما يخاف أو ابتلي ببلاء فلم يصبر عليه لما يرجو. Я не знаю, говорит Муслим ибн Ясар Мауи, я не знаю, насколько полноценен страх у человека, если когда приходится ему столкнуться с какими-то соблазнами и искушениями, он идет за своими желаниями, не оставляет свои желания, боясь из-за страха того, чего он опасается. И я не знаю, говорит он, что это за надежда, если человек подвергается испытанию какому-то бедствию, и при этом не проявляет сабра из-за того, на что надеется. В самом деле, насколько состоятелен страх у человека, если человек не оставляет соблазны, идет на поводу своих соблазнов, значит, он не боится на самом деле. И что это за надежда у человека? Что это за надежда? Где твоя надежда, если ты чаешь, надеешься получить от Аллаха Субхану ва Тааля, если эта надежда не заставляет тебя проявить терпение, когда постигают тебя какие-то решения, постигают тебя какие-то бедствия, испытания? Что это за страх и что это за надежда? Такие слова произнес Муслим ибн Ясар Муавия ибн Курра. Муавия ибн Курра что сказал после этого? Он послушал и сказал: «Фаида ана кад закейту нафси ва ана ла а'лам». Получается, говорит он, я похвалил самого себя незаслуженно, даже сам не понимая этого. Сам себя, получается, я похвалил, сказав, что я боюсь Аллаха и надеюсь на Аллаха. Поэтому, рабы Аллаха, давайте вести джихад со своими душами. Вести джихад со своими душами, чтобы сердца наши постоянно пребывали в покорности Аллаха Субхану ва Тааля, стремились к Нему, надеялись на Него и боялись Его. «Ман кана биллахи а'раф, кана мину ахваф, вали фадли арджа». Кто боится, кто знает Аллаха лучше других, тот больше других боится Аллаха и больше других надеется на милость Аллаха. Чем больше человек знает Аллаха, тем больше боится Его, тем больше надеется на Его милость, тем ближе он к покорности Аллаху, к угодным Ему деяниям, тем дальше он от послушания Аллаха Субхану ва Тааля. «Иннама яхша Аллах мин ибади улама». Поистине боятся Аллаха из рабов Его только знающие. И я хочу обрадовать вас, верующие братья, если ты будешь держаться за это, за настоящую надежду, не бесплотные мечтания, а настоящую надежду, которая основывается на твоем таухиде, имане и покорности, и за страх перед Аллахом Субхану ва Тааля. За эти две вещи, значит, ты получишь великое благо, великое счастье, абсолютное благо, и столько из благ, и такие из благ, которые знает только Аллах Субхану ва Тааля.
а ты даже представить не можешь себе, что за этим скрывается, какие милости и какое счастье. И послушайте хадис. Хадис, который приводится от имама Тирмизи и другими от Анаса ибн Малика радиллаху та'аля. Пришел пророк, алейхиссалату вассалам, к одному юноше. Юноша находился при смерти. То есть оставались считанные минуты до его смерти. Пророк, алейхиссалату вассалам, сказал ему: «Кайфа таджид?» Как ты себя чувствуешь? Каково твое состояние? Он сказал: «Валлахи, я Расул Аллах, инни арджу Аллах, ва инни ахафу мин зунуби». О посланник Аллаха, клянусь Аллахом, я надеюсь на Аллаха, то есть на милость Аллаха, я надеюсь, и я боюсь своих грехов. Тогда пророк, алейхиссалату вассалам, сказал ему: «Ла яджтами'ани фи кальби абдин фи мисли хазал мawтин, илля атаху Аллаху ма ярджу ва аманаху мимма яхаф». Если эти две вещи объединятся в сердце человека, в сердце раба Аллаха в этот момент, подобный момент, то есть момент перед смертью, то обязательно Аллах даст человеку этому то, на что он надеется, и обезопасит его от того, чего он боится. Поэтому давайте не забудем, давайте вспомним об этом в тот момент, когда будем умирать. Объединить в себе надежду на Аллаха и страх за свои грехи. И я прошу Аллаха Субхану ва Тааля, Господа Великого Престола, чтобы Он позволил нам очистить наши сердца, чтобы Он исправил нам наши сердца. Просим Аллаха Субхану ва Тааля таква, богобоязненность. Аллахумма ати нуфусана таква, ва заккиха, анта хайру мин заккаха, анта валию ва мауляха. Аллах, дай нашим душам чистоту, потому что никто не очищает души, кроме Тебя. Ты лучший из тех, кто очищает души. Ты покровитель наших душ, и Ты владыка наших душ. Акулу кавли хада, ва астагфируллаха ли ва лакум.